Приходит как-то волк к пастуху, пасущего баранов, и говорит: «Мир тебе, пастух». Ответив волку на приветствие, пастух с удивлением спросил: «Что привело тебя ко мне? Могу ли я тебе чем-то помочь?» Волк начал отвечать: «Я ходил на охоту, и во время охоты получил рану. Из-за этой раны я не смог дальше охотиться и добыть пищу, а сейчас я голодный и слабый. Ты не мог бы дать мне одного ягненка, чтобы я мог выжить?» Конечно, я хочу тебе помочь и отношусь к этому с сочувствием. Просто это стадо не мое, мне велено за ним присматривать. Мне надо спросить хозяина, и тогда я могу дать тебе ответ. «Хорошо тогда», — ответил волк и продолжил: «Я могу присмотреть за вашим стадом, а ты в это время можешь пойти и спросить хозяина». Пастух так и сделал. Придя к хозяину, он увидел, что у хозяина гости, и они все сидели за столом и пировали, а сам хозяин сидел за самым почетным местом. «Мир вашему дому», — поприветствовался пастух. Ответив взаимностью, хозяин в недоумении поинтересовался: «Чем пожаловал ко мне? Что привело тебя? Все ли хорошо?» «Да, хозяин, есть кое-что, что меня к тебе привело», — начал отвечать пастух. «Ко мне подошел волк и рассказал, что во время охоты получил рану. И так как он из-за этой раны не может охотиться, он совсем ослаб и голоден. И чтобы выжить, ему нужен ягненок. Эта просьба волка меня к тебе и привела». «А с кем ты оставил стадо?» — в изумлении спросил хозяин. «Я доверил стадо волку», — ответил пастух. «Как ты мог доверить стадо волку?» — удивился хозяин. «Волк поклялся мне», — ответил пастух. «Поклялся чем?» — продолжал хозяин. «Будь я плохой снохой, поссорившаяся с свекром и вернувшаяся в отчий дом, или будь я хозяином дома, который следит на самом почетном месте среди гостей, если я дотронусь до вашего стада», — поклялся волк, — ответил пастух. Хозяин улыбнулся и ответил: «Да будет доволен Аллах этим волком, который преподал мне урок мудрости. Иди и передай, пусть он выберет самого крупного и жирного барана и заберет себе». Сказав это, хозяин встал со своего почетного места и усадил туда самого уважаемого гостя, а сам сел на его место. «Да будет доволен тобою Аллах, хозяин, ты выручил меня, так как ссориться с волком я не хочу». Сказав это, пастух уклонился. Придя назад, пастух застал волка, охраняющего стадо. «Ну как там? Ты был у хозяина? Ты спрашивал его? Что он тебе ответил?» — начал вопрошать волк. «Знаешь, волк, сегодня хозяин отнесся ко мне с большим уважением. Он передал тебе привет и сказал, что ты можешь выбрать самого жирного и крупного барана из этого стада». «Да будет доволен вами Аллах за его щедрость и за твое участие». Сказав это, волк забежал в стадо, выбрал самого тощего и слабого барана, которого, если не съест он, умрет и сам скоро. Схватил и вышел назад. Увидя барана, которого выбрал волк, пастух в изумлении спросил: «Волк, не лишился ли ты ума от раны своей, полученной при охоте? Или ты забыл, как выглядит жирный и крупный баран?» И тогда волк улыбнулся и ответил: «Разве я был бы хозяином леса, если бы не отвечал бы взаимностью на хорошее отношение к себе?»